Приветствую вас, близнецы, на моем канале. Меня зовут Александра. Хочу сделать для вас расклад с 8 по 15 марта 2021 года. На колоде Уэйта мы посмотрим личную жизнь, карьеру, финансы, здоровье. Это ваша личность, ваше внутреннее состояние и как вы себя будете чувствовать внешне. Также дом и планета, которые будут вам покровительствовать. Но смотрите, что я здесь вижу вообще в общем, да, большую роль будет играть карьера, потому что здесь Солнце, старший аркан, да, ваше внутреннее состояние отличное, личная жизнь, тут как бы проблемы, да, сейчас будем разбираться. И третий дом показывает, что в нашем окружении, третий дом это наше окружение, наши соседи, коллеги, какие-то близкие друзья, братья, сестры, там ждут нас большие перемены, Уран все меняет. Ну вот, начинаем по порядку. Начинаем, значит, с общего вашего состояния, да. Туз кубков. Очень крутая карта. Карта прям счастья, радости, благодарности, удовлетворения, успехов, счастья, да, такого единения прям, да. Именно здесь, в этом положении, она означает путь к себе, да, то есть здесь вы начинаете доверять себе, верить в свои силы, да, как-то опираться на свои силы, ну, на себя именно, ни на кого уже не надеяться. И здесь при помощи, вот знаете, медитации или ну, любых других практик, да, которые, допустим, вам доступны, вы можете достичь вот это, знаете, счастливое состояние, которое называется прикосновение вечности, да, когда ты вот абсолютно счастлив. И вот смотрите, внутреннее состояние выпадает, карта называется игривость. Посмотрите, понимаете? Тут клоун, видите, он танцует. О чем нам говорит игривость, да? Она говорит, вы не путайте только игривость с игрой, да, потому что в игре есть правила, есть рамки, есть цель, да, там задача выиграть, победить любой ценой. А игривость это состояние, когда нет рамок, вы вообще не думаете, просто наслаждаетесь процессом, просто наслаждаетесь жизнью, да, каким-то действием, которое делаете. Тут именно, понимаете, важно бесцельное погружение, да, в само действие, в сам процесс. Вот просто делать и не думать. Вот делать то, что вам нравится, и вот вообще больше ни о чем не думать. Это вот можно привести пример с футболом, да, как детки играют в футбол на улице. Они просто играют, они получают удовольствие, они кайфуют, они бегают там друг за другом, да. У них нет цели победить друг друга, да, нет цели забить этот мяч. И мы берем взрослый футбол, да, где появляются рамки, появляются правила, то есть где футбол превращается в бизнес. Понимаете, о чем здесь речь? Здесь ваша задача научиться все воспринимать играючи, весело, да, то есть погружаться в это во все и наслаждаться по тузу кубков, прям вот, чтобы эмоции, видите, они здесь льются через край, да, через чашу переливаться, их так много, то есть человек так счастлив, что эти эмоции прям выливаются из него. Ну вот смотрите, прекрасное состояние, и это состояние касается, конечно же, карьеры, потому что здесь карта Солнца. Карта Солнца, она все это как бы подчеркивает. Она тоже говорит о радости, о счастье, да, о том, что наша работа доставляет нам радость. Мы делаем ее с какой-то, знаете, прям с энтузиазмом, с таким, с удовольствием. У нас все получается в работе. У нас здесь очень какая-то, знаете, такая теплая, дружеская атмосфера в коллективе, да, хорошие отношения с партнерами, если это, допустим, какой-то там бизнес или дело у нас свое есть, с начальником, с коллегами прекрасные отношения. Здесь вообще вот отличная карта для работы, да, для того, чтобы как-то выразить себя, выразить свои идеи там какие-то, да, свои проекты, как-то вот проявить миру. То есть здесь вот все прекрасно, и поэтому ваше внутреннее состояние такое, да, потому что на работе все замечательно. Так, я отвлеклась, извиняюсь. Значит, карьера, да, с карьерой мы разобрались, здесь все прекрасно, поэтому такое внутреннее состояние замечательное. Переходим к личной жизни, где все, как говорится, не слава богу, да, и вот как раз кубики выпали нам, почему-то они показали не карьеру, да, хотя здесь тоже очень важные какие-то изменения. Здесь, кстати, новый бизнес может быть какой-то дополнительный, да, здесь вот может повышение быть, то есть ситуация может улучшиться на работе, да, получается. Хорошо, смотрим личную жизнь. Здесь какие-то перемены глобальные. Почему? Потому что семерка мечей, да, она показывает, что
близкий человек, он, возможно, пытается вас обмануть. Ну вот смотрите, близкий человек имеется в виду, здесь мы же берем не только партнера, да, мужа, жену, допустим, да, там, любимого человека, да, если он еще нам не муж или жена. А здесь вообще имеется в виду, это может быть брат, сестра, это может быть сосед какой-то близкий, может быть вы с кем-то очень близко дружите, понимаете, я же не знаю, может быть это там мама или сестра, да, я вот повторюсь. То есть близкий человек пытается вас обмануть, преследует свои цели в отношениях, понимаете? То есть здесь идет неискреннее отношение, от вас что-то скрывают, есть какая-то, ну, также, конечно, может быть двойная жизнь, измена. Это тоже карта может показывать. Но здесь не обязательно это должна быть только измена. Здесь может быть просто вот какой-то обман. То есть в чем-то с вами неискренне. И как бы вам надо быть насторожиться. Также эта карта может показывать фальшивую идиллию, да, когда вы делаете вид для своего окружения, да, для друзей, соседей, что у вас все хорошо, а на самом деле, как бы там, знаете, все уже давно нехорошо, и как бы, а вы не хотите просто это признать перед обществом. Также по этой карте идет еще слежка, да, либо за вами, либо вы, может быть, следите, я тут уже не знаю. То есть это когда следят за телефоном, влезают в электронную почту, тайком делают какие-то фото. То есть здесь прям идет вот, может быть, слежка, получение информации, потому что мечи это всегда информация. Здесь человек пытается что-то узнать, либо о вас, либо эта карта показывает вас, что вы это хотите. Ну, похоже, что, возможно, вы кого-то уличите, да, в чем-то, ну, заподозрите, и вам вот захочется получить эту информацию, вы начнете копать, да, вот все это поднимать, все эти письма, мейлы, да, как-то изучать, читать, уже во всем этом разбираться. Тут может так проиграться. Хорошо, смотрим дальше. Финансы, да, что будет с финансами происходить? Десяточка жезлов. Ну, карта говорит, много финансовых, конечно, проблем, да, они гнетут, потому что здесь человек несет вот эти 10 жезлов, да, он тут согнулся от тяжести, то есть финансовые проблемы у вас реально как-то давят на вас. Возможно, сейчас у вас много трат, может быть, расширяется бизнес, может быть, вы вкладываете деньги в какой-то проект или там что-то хотите купить, да, для своей работы, то есть сюда надо много денег. То есть карта показывает, какие-то большие траты могут быть на ремонт, строительство, да, если там машина поломалась, допустим. Ну вот вообще много могут быть разных вообще проплат, да, из разных направлений. Надо там и машину отремонтировать, и за квартиру заплатить, и за школу надо платить, там, или за садик, да, то есть много разных трат, то есть много разных направлений, куда уходят средства. И, конечно же, по этой карте идет, знаете, такое немножечко жадность и нежелание, да, потому что деньги достаются тяжелым трудом человеку, и ему как бы вот тяжело с ними расставаться, да, тратя их вот так вот налево и направо, да, на все эти необходимые нужды. Ну вот так. Здесь как бы карта больше показывает трат, да, чем прибыли на этой неделе. Больше расходов. И здоровье, да, опять у нас выпадает пятерочка мечей, выпадала только что у тельцов. Она говорит о том, что здоровье под угрозой, да. Почему под угрозой? Ну, потому что здесь могут быть какие-то нервные переживания, возможно, связанные. Здесь вы узнаете, да, неприятную новость о людях из своего близкого окружения, и это доставит вам, конечно же, неприятные эмоции, да, которые отразятся на нервной системе. Потом по этой карте, конечно же, у нас идет переохлаждение, да, обморожение, то есть все, что связано с холодом, мечи это холодное оружие. И это всякие ранения, травмы, ушибы, уколы, порезы, то есть будьте осторожны, внимательны, да, со всеми колюще-режущими предметами. Вот такая у меня для вас информация, близнецы, да, будьте внимательны с вашим окружением, кто-то там, да, у вас не совсем, скажем так, порядочный. И, ну, вообще настроение у вас, конечно, прекрасно. По вот этой карте вы вот такие легкие, игривые, потому что у вас все прекрасно на работе. Поэтому даже вот это вот, тут, возможно, какое-то небольшое будет такое разочарование, да, я думаю, что это даже не влияет на ваше состояние, в принципе. Вот такая информация у меня для вас. Благодарю вас за интерес к видео, за просмотр и жду вас на своих новых видео.